Вы можете посмотреть контент из Crash Course Organic Chemistry с помощью приложения Crash Course, которое теперь доступно для устройств Android и iOS. Привет! Я Дебоки Чакраварти с возвращением на ускоренный курс органической химии. Люди зажигают свечи по множеству причин для праздников, освещения, расслабляющего запаха и так далее. Но задумывались вы когда-нибудь, что находится в дыме свечи, когда вы ее задуваете? Честно говоря, я действительно не думала об этом, пока не увидела этот трюк. Этот прыгающий огонь называется фокусом с свечами Фарадея в честь британского физика Майкла Фарадея. Он изучал электрохимию и электромагнетизм и был большим поклонником науки о свечах. Серьезно. В 1860 году он написал и прочитал серию из 6 лекций о свече. Все свечи работают одинаково. Первый фитиль проходит через центр воска. Когда фитиль горит, он нагревает воск до тех пор, пока он не растает. А затем жидкий воск перемещается вверх по фитилю с помощью процесса, называемого капиллярным действием. К тому времени, когда жидкий воск достигает пламени, он достаточно горячий, чтобы превратиться в газ и сгореть. Этот восковой пар позволяет нам проделать трюк с прыгающей свечой Фарадея, потому что мы можем снова зажечь ее в воздухе. Все это было бы невозможно без алканов, органических соединений, полных односвязанных углей, которые доставляют свечной воск. Кроме того, алканы также помогают обогревать наши дома, перемещать автомобили и даже управлять нашей экономикой. Итак, давайте более подробно рассмотрим, что такое алканы и где мы их получаем. Алканы представляют собой атомы водорода, связанные с цепями или кольцами гибридных атомов углерода. Если вы помните из эпизода 4, это означает четырехгранный углерод с 4 одинарными связями. Но даже при том, что я просто играл с огнем, алканы — это разновидность органических молекул. Они не очень реактивны, они не являются кислыми или основными, и они не содержат никаких функциональных групп. Они не полярные и гидрофобные, что означает, что они не могут смешиваться с водой, а вместо этого плавать на поверхности, как масло. На самом деле основным источником алканов является ископаемое топливо, особенно нефть или сырая нефть. Сырая нефть — это в основном алканы с некоторыми ароматическими и с несколькими другими соединениями, с гидроатомами, такими как кислород, азот и сера. Цена на сырую нефть — это серьезный показатель здоровья нашей экономики. Кто бы мог подумать, что цветы, органическая химия окажет такое всемирное влияние? Чтобы извлечь различные химические соединения из сырой нефти, мы постепенно нагреваем ее, чтобы отогнать молекулы с более низкой температурой кипения. Процесс разделения этих соединений называется дистилляцией, а жидкие смеси, собранные при каждой температуре, называются фракциями. Из сырой нефти самая легкая фракция называется нефтяным газом и кипит при температуре 30 градусов Цельсия. Он имеет молекулы с 2 до 4 углеродовых цепях. Некоторые из нас отапливают свои дома нефтяным газом, и именно там мы получаем пропан для газовых грилей. Средние фракции включают октановое и изоктановое число, которое мы используем для питания легковых грузовых автомобилей, мотоциклы, газонокосилки, картинг и многое другое, что использует бензин. Самая высокая кипящая фракция с температурой кипения выше 450 градусов Цельсия – это парафиновые воски. Они обычно имеют от 25 до 75 углей в своих цепочках и составляют свечи. А осадок, который не выкипает, это то, что мы используем, чтобы проложить наши дороги – асфальт. Простота и обилие алканов делают их отличным отправным пунктом для изучения структуры органических молекул, особенно когда речь идет о свободном вращении. Молекула этана состоит в основном из 2 метильных групп, и они могут почти свободно вращаться вокруг одной связи. Поскольку соседние угли вращаются, присоединенные группы могут иметь различные расположения по отношению друг к другу, называемые конформациями. Специфическая конформация называется конформером, который происходит с слова конформация и изомер. Проще всего думать о конформерах в трехмерном пространстве, поэтому если мы посмотрим вниз на углеродную связь этана, мы можем увидеть торчащие водороды. Когда связь вращается, они могут выстраиваться в линию или нет. Чтобы визуализировать это на бумаге, можем использовать проекцию Ньюмана. Это 2D-чертеж, который позволяет нам смотреть прямо вниз на связь, соединяющую 2 атома, и визуализировать, как выстраиваются присоединенные группы. Так и в случае этана, ближайший к нам углерод представлен черной точкой в центре 3 черных линий на расстоянии 120 градусов друг от друга, которые представляют собой связи с водородами. Самый дальний от нас углерод и его водороды представлены синим кругом и синими линиями. Угол между водородами на соседних углях называется двугранным углом. Если угол между H1 и H2 равен 0 градусам, так что они идеально выровнены, это называется затмеваемым конформером. Это похоже на солнечное затмение, когда Солнце полностью закрыто Луной. Задние водорода блокируются передними водородами. Если угол между H1 и H2 равен 60 градусам, это самое большое расстояние, которое они могут получить друг от друга, и это называется ступенчатым конформером. Любой другой угол между 0 и 60 градусами называется косым конформером.
Мы заботимся о двугранных углях, потому что некоторые конформеры имеют более высокую энергию, чем другие. И более высокая энергия означает, что она менее стабильна. В частности, энергия, о которой мы говорим, это энергия крученная. Сопротивление скручиванию также известно как деформация кручения. Энергия кручения связана с взаимодействиями электронов в связях. Хороший способ понять, как конформации соотносятся с энергией кручения, это представить себе гидрогены, как сидение в театре. Я маленькая. Я не хочу, чтобы кто-то высокий сидел прямо передо мной, потому что это вызывает у меня стресс. Затмеваемая форма сидения с одним сиденьем непосредственно с другим чувствует себя более переполненной и неудобной. Таким образом, люди или водороды, сидящие там, находятся на более высоком энергетическом уровне. С другой стороны, если сиденья расположены в шахматном порядке, я могу выглянуть между двумя людьми передо мной. Мой взгляд яснее, поэтому я, или водороды, испытываю меньше стресс, нахожусь на более низком энергетическом уровне. В целом, когда конформация изменяется от ступенчатой к затмеваемой, появляется сопротивление переходу в состояние с более высокой энергией и возрастающей деформацией кручения. Похоже на то, что вас заставляют двигаться через сиденье, чтобы вы застряли позади кого-то и больше не могли хорошо видеть. Итак, это довольно просто, потому что всего лишь 2 углерода и 6 водородов, но каждый алкан и их группы могут переходить в различные конформации. Давайте посмотрим на бутан, например. Мы часто называем бутан прямой углеродной цепью, потому что там нет ветвей. Но на самом деле атомы углерода образуют своего рода зигзагообразную форму с углами 109,5 градусов между каждым другим. У нас есть пара трюков, чтобы подразумевать 3D-структуру в 2D-чертеже. Сплошные клини означают, что группа выходит из экрана на вас. Черточки означают, что группа указывает на экран, а правильные линии находятся в плоскости экрана. Когда мы смотрим прямо вниз на связь, соединяющую 2 средних атома в бутане проекции Ньюмана, можем помочь нам визуализировать, как выстраивать остальная молекула. В этом случае каждый углерод имеет 2 водорода, но также и одну метильную группу, потому что бутан представляет собой 4-углеродную цепь. Поскольку у нас есть коренастая метильная группа на переднем и заднем углях, когда группы вращаются вокруг разной конформации, возникает больше скрученности. Представьте себе высокого человека в огромной модной шляпе в театре. Грубый. Таким образом, существует больше стресса, больше энергии, больше стерических помех между группами, что просто означает, что они переполнены, поэтому им трудно двигаться. Теперь, когда мы вышли за рамки простых водородов, нам нужно сообщить, как расположены эти метилы. Так что нам понадобится больше имен для наших конформеров. Когда 2 метильные группы идеально выстроены, мы называем это полностью затмеваемым конформером. Используя ту же аналогию, можно сказать, что один высокий человек в шляпе сидит позади другого высокого человека в шляпе. Это действительно стресс. Таким образом, это самый высокоэнергетический конформер бутана и имеет наибольшее напряжение кручения. Чтобы узнать остальные названия конформеров, мы будем поворачивать передние углеродные группы на 30 градусов за раз, пропуская косые конформации. Извините, косые конформации. Мы уже знаем, как тебя зовут. Когда метильные группы отделены друг от друга на 60 градусов, эта ступенчатая конформация называют конформером Гоша. Как будто один высокий человек в шляпе сидит, пошатываясь позади другого. Это не очень напряженно, но шляпа первого лица все еще может блокировать другого. Однако он не имеет такой большой деформации кручения и имеет относительно низкую энергию. Когда есть затмеваемая конформация с метильной группой, перекрывающейся водородом, это называется затмеваемым конформером. Он не так переполнен, как полностью затмеваемый конформер, вроде как более низкорослый человек. Я, сидящий прямо перед высоким человеком в шляпе, блокирую часть их обзора. Это все еще более высокий стресс, следовательно, более высокая энергия, чем любая ступенчатая конформация. Наконец, антиконформер – это когда 2 метильные группы находятся на расстоянии 180 градусов друг от друга в шахматном порядке. Это похоже на то, как 2 высоких человека в шляпах дают друг другу много места в театре, так что это самый маленький стресс и самый низкий энергетический конформер. Любой алкан, представляющий собой цепочку односвязанных углей, от этана до декана и выше, может вращаться вокруг любой односвязанной связи, созданной 2 углями, но это не относится ко всем алканам. Циклоалканы – это односвязанные угли, образующие кольца. Поэтому, когда мы называем эти соединения, мы вставляем циклопрефикс спереди. Все остальное в номенклатуре остается тем же самым для подсчета самой длинной цепочки углей и присвоения корневого имени. Циклоалканы бывают разных размеров. Например, самым маленьким является циклопропан, который имеет 3 односвязанных углерода и выглядит как треугольник. Но наиболее распространенным является циклопентан, который выглядит как пятиугольник, и циклогексан, который выглядит как, никогда не угадаете, шестиугольник. Циклоалканы обладают некоторыми особыми энергетическими и деформационными соображениями, которые помогают нам увидеть проекции Ньюмана. У них есть деформация кручения, как мы и говорили, но они также имеют угловую деформацию, вызванную тем, что отклоняется с идеальных 109,5 градусов для гибридизированных углеродов sp3. Например, циклобутан в основном выглядит как квадрат, что дает ему 90 градусов углов углерода. И когда мы смотрим на проекции Ньюмана, все гидрогены перекрываются затмевающей конформацией. Так что много крутильных деформаций и много угловых деформаций.
Сочетание угловой деформации и деформации кручения называется кольцевой деформацией. Мы обнаружим, что меньшие циклоалканы имеют большую кольцевую деформацию, чем большие, что делает их гораздо менее стабильными и гораздо более реактивными. Но есть еще одна вещь. Циклобутан на самом деле не совсем плоский. У него есть кольцо сморщивания. Два углерода как бы наклоняются к центру молекулы, как бы складывая кусок хлеба по диагонали. Эта конформация бабочки немного снижает напряжение кручения. Многие циклоалканы снимают стресс с помощью кольцевой морщинки. На самом деле в циклогексане сморщивание настолько эффективно, что считается свободным напряжением. Но мы вернемся к этому в следующий раз. Конформации действительно важны для стабильности молекул, но также и для скорости, эффективности и продуктов химических реакций. Некоторые реакции могут происходить только в том случае, если молекула находится в определенной конформации, подобно лекарству, входящему в активный участок фермента. Подумайте об этом так. Если молекула застряла в неправильном конформере, это может быть похоже на то, как если бы вы сунули руку в банку с печеньем. И осознание того, что ты не можешь схватить сразу 5 печений и все равно вытащить руку. Вам нужно будет уронить немного и сменить форму ручного печенья, чтобы отклеиться. Молекулы – это то же самое, они должны иметь правильную форму, чтобы реагировать. Так что алканы – это больше, чем просто лишбук и фокус со свечами. Они могут научить нас таким вещам, как конформация, и помогут нам понять их более сложные молекулярные кузены тоже. В этом эпизоде мы узнали о том, как алканы отделяются от сырой нефти, как нарисовать проекцию Ньюмана и использовать ее для прогнозирования формации кручения и истерической помехи, имена обычных конформеров и введение в циклоалканы. В следующий раз мы будем проводить больше времени с циклоалканами и особенно с циклогексаном. Спасибо, что посмотрели этот эпизод ускоренного курса органической химии. Если вы хотите помочь сохранить все ускоренные курсы бесплатными для всех и навсегда, вы можете присоединиться к нашему сообществу на Patreon.